Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Утвержден ряд ведомственных целевых программ в области здравоохранения. Итоги первого заседания правительства в 2023 году. Экипаж 30 лет спустя. Легендарные «Тигры» Восточного фронта в нашем репортаже. Лекция о наследии легендарного Николая Ачба на площадке ГУМА в рамках второго национального конкурса абхазских вин. Начнем с информации Генеральной прокуратуры. Генеральной прокуратурой проводится проверка соответствия действующему законодательству мероприятий по восстановлению высоковольтной линии Ачгуара. В настоящее время опрошены все лица, обладающие сведениями о проведенных мероприятиях, связанных с восстановлением настоящей высоковольтной линии. Учитывая расхождение в объяснениях опрошенных лиц, а также в связи с необходимостью получения сведений о подлинности документов, представленных в Генеральную прокуратуру, сформированных и изготовленных юридическими лицами, расположенными на территории Российской Федерации, заключений профильных и экспертных учреждений, обладающих специальными познаниями в области изучения конъюнктуры рынка и компетенции для проведения товароведческого исследования в сфере энергетики, финансового контроля, были направлены международные поручения в компетентные органы Российской Федерации, в Торгово-промышленную палату Республики Абхазия и обращение в Контрольную палату Республики Абхазия. Для принятия законного и обоснованного решения органам прокуратуры Республики Абхазия необходимо получить исполненные материалы вышеуказанных поручений и обращений. После получения обязательных к исследованию в рамках проведения прокурорской проверки документов Генеральной прокуратуры будет принято незамедлительное решение правомерности действий проверяемых лиц. К другим темам. 19 января православные христиане отметили Крещение Господне или Богоявление. В этот день в Сухумском кафедральном соборе крещенскую службу провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Хапля. Службу в кафедральном соборе в четверг утром посетил президент Аслан Бжаня. Глава государства во второй половине дня также посетил праздничную крещенскую службу в храме святителя Иоанна Златоуста в поселке Каманы. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу Минздрава на 2023 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2023 году в размере 90 миллионов рублей. Об этой и других целевых программах в области здравоохранения, утвержденных правительством, расскажет Анастасия Никонова. Повестка первого в 2023 году заседания Кабинета министров состояла из 9 вопросов. 6 из них касались медицины. Основным докладчиком выступил глава Минздрава Эдуард Будба. Первой на рассмотрение коллег была представлена ведомственно-целевая программа на 2023 год, где речь идет о лечении граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере 90 миллионов рублей. Как известно, многие граждане Республики Абхазия нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Ежегодно в Министерство здравоохранения Республики Абхазия поступает заявление от граждан, которым необходимо оказание указанной медицинской помощи. В медицинских учреждениях республики не оказываются определенные виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи из-за отсутствия необходимой материально-технической базы. В связи с чем Министерство здравоохранения Республики Абхазия вынуждено направлять граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики. Считаем, что в результате реализации программы повысится доступность медицинской помощи населению республики, оказываемой в научно-исследовательских институтах, медицинских учреждениях, находящихся за пределами Республики Абхазия, также в частных медицинских учреждениях Республики Абхазия. Мы оснащаем наши лечебные профилактические учреждения современным медоборудованием. В планах в этом году оснащение Национального онкологического центра передовым оборудованием республиканской больницы. Также до Нового года было закуплено, сейчас в работе находится оборудование эндоскопическое для детской республиканской больницы на сумму более 9,5 миллиона рублей. На данной ведомственной целевой программе правительство экономить не будет, отметил премьер-министр. По словам Александра Анкваб, это общая государственная позиция. Сколько нужно будет денег, столько денег мы и найдем. Таково поручение президента, и мы будем его выполнять. Поэтому требования к министерству
здравоохранения, профильным учреждениям, ко всем членам правительства очень внимательно подходить к реализации этой программы. Мы все имеем к этому отношение. Все абсолютно. Потому что обращение не только в Минздрав, правильно, обращение к депутатскому корпусу, обращение в администрацию президента, обращение к вам, как членам правительства, с просьбой помочь. И требования президента, мое требование, у нас консолидированное требование по этому поводу, реагировать немедленно. Немедленно. Я потом вам в узком составе продемонстрирую один факт, как не надо относиться к больным людям. Мы об этом говорили несколько раз в этом помещении. Тут не может быть никаких ни проволочек, никаких ожиданий и ничего подобного. Повторяю еще раз. Немедленно реагировать на подобного рода обращения. Программа есть, это установка, и мы будем эту программу совершенствовать и улучшать качество ее выполнения. Далее глава Минздрава представил коллегам ведомственную целевую программу на 2023 год о централизованном приобретении лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Абхазии. Разработана в целях улучшения качества медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях Республики Абхазия путем устранения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий в них, а также своевременного обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, необходимые для лечения детей с неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП, эпилепсия, необходимые для лечения беременных, находящихся на амбулаторном наблюдении, это антикоагулянты, иммуноглобулины и так далее, необходимые для лечения больных сахарным диабетом, инсулин, средства измерения уровня глюкозы в крови, инсулиновые помпы и расходные материалы к ним. Необходимые для лечения больных с онкологией, химиопрепаратами третьей линии, необходимые для оказания неотложной помощи пациентам, поступающим в медицинские учреждения в курортный сезон с инфекционными заболеваниями, вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа. Разработчиком программы, исполнителем и ответственным за его реализацию выступает Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Срок реализации – 2023 год. В рамках реализации программы будет осуществляться централизованное обеспечение за счет средств республиканского бюджета лекарственными препаратами и медицинскими изделиями государственных медицинских учреждений Республики Абхазия, а также в некоторых случаях в медицинских учреждениях местных органов государственного управления. Также Кабмин утвердил целевую программу развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с термальной почечной недостаточностью. Финансирование программы также осуществляется за счет средств республиканского бюджета. На нее будет выделено 50 миллионов рублей. В рамках реализации программы будут осуществляться формирование Министерства здравоохранения Республики Абхазия заявок на приобретение расходных материалов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения для проведения процедуры гемодиализа, а также лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований. Приобретение и передача расходных материалов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения для проведения процедуры гемодиализа, а также лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований Министерством здравоохранения в республиканской больнице для процедур гемодиализа. Внесение каждого пациента в регистр больных с ХПН. ХПН – это хроническая почечная недостаточность. Принял Кабмин и ведомственную целевую программу «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, и в 2023 году на нее будет выделено 3 миллиона 500 тысяч рублей. Следует отметить, что отделение технической ортопедии РРЦ, расположенное в городе Гагра, изготавливает протезы и ортезы с 1995 года, согласно гуманитарной программе Международного комитета Красного Креста. Технология изготовления для протеза также была предложена Международным комитетом Красного Креста. Все пациенты, независимо от социального статуса, обеспечиваются протезами бесплатно. Для улучшения качества жизни и полноценной интеграции в социальную сферу в 2012 году на выделенные правительством средства в отделе технической ортопедии РРЦ началось производство протезов из комплектующих, приобретаемых в компании «Оттобок».
Еще одна важная целевая программа – совершенствование противотуберкулезной помощи населению Абхазии. На нее в 2023 году республиканским бюджетом будет потрачено 7 миллионов рублей. На этом вопросы медицинского обеспечения завершились. Последние 3 вопроса повестки представил руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия. Представляем на рассмотрение проект распоряжения Кабинета министров Республики Абхазия о единовременной социальной выплате семье Биджева Казбека Юсуфовича. Казбек Юсуфович погиб 24 мая 2022 года в селе Владимировка при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики. Согласно представленным документам, семья гражданина Республики Абхазия постоянно проживает в Республике Абхазия, в городе Сухум. Семья состоит из супруги и несовершеннолетнего ребенка. В целях оказания мер социальной поддержки просим поддержать данный проект распоряжения правительства, предполагающий выплату семье 1 миллиона рублей. До этого из резервного фонда президента помощь также была оказана материальная. Также единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона рублей будет произведена семье добровольца из Абхазии Дмитрия Цвижба, погибшего в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая. Кроме того, Кабинет министров по представлению Эдуарда Будбы утвердил ведомственную целевую программу Минздрава «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». На финансирование этой программы из средств республиканского бюджета в 2023 году выделяется 450 тысяч рублей. После праздничных новогодних дней в Абхазии вновь повысились показатели заболеваемости гриппом, рассказала в интервью «Спутник» помощник министра здравоохранения Алиса Мато. По ее словам, в Абхазии распространены вирусы, входящие в группу ОРВИ. К тому же остаются пациенты с коронавирусом. Основной упор здравоохранения делает на ОРВИ и грипп, так как по распространению они занимают лидирующие позиции. Благо, вакцины, которая была завезена осенью прошлого года, провакцинировались около 3000 пациентов. И это дорогого стоит. Не может не радовать, что наши граждане проявили сознательность при вакцинации, потому что грипп на долгое время остается серьезной проблемой всего здравоохранения в мире, сказала она. Мато отметила, что пациенты, у которых температура держится более 3 дней, обязаны обратиться в медучреждение для получения медпомощи и недопущения ухудшения состояния. С 1 января по 31 декабря 2022 года при плане в 2 миллиарда 496 миллионов 600 тысяч рублей было начислено 2 миллиарда 926 миллионов 200 тысяч рублей таможенных платежей, сообщает Государственный таможенный комитет. Контрольный показатель по плану выполнен на 117%. Сумма перевыполнения составила 429 миллионов 600 тысяч рублей. В сравнении с 2021 годом показатели 2022 года оказались больше на 193,5 миллиона рублей. Пресс-служба МВД сообщает об итогах рейдовых мероприятий по плану «Безопасный город» в столице с 18 по 19 января. Всего составлено 95 протоколов, выявлено 15 нетрезвых водителей. 5 автомобилей поставлено за нарушение ПДД на штрафстоянку УВД по городу Сухум. Один из членов знаменитого танкового экипажа «Тигр» Габриэль Кейсян отметил на этой неделе 70-летний юбилей. Его боевой товарищ Хвича Кишмария навестил его в день рождения. Наши корреспонденты отыскали архивные кадры знаменитых «Тигров». В 1993 году их снимал режиссер абхазского телевидения Анатолий Шоня. Марианна Котова встретилась с 2 из 4 членов экипажа боевой машины и выяснила, как тогда, 30 лет назад, абхазские бойцы, не имея ни одного танка, завершили войну победным залповым огнем из трофейного танка, одного из десятков, который им удалось захватить буквально голыми руками. Несколько раз в год Хвича Кишмария, самый молодой из экипажа знаменитых «Тигров», приезжает в село Лабра и начинает обход боевых товарищей с могилы Айка Кисяна. Как рассказывает Хвича Кишмария, первый совместный бой показал, что наводчик Кишмария и механик Кисян могут стать хорошей командой. Я был сперва на «Ласточке», а этот «Тигр» еще не был готов.
И когда первый бой уже прошли, я прошел с «Ласточкой», и мне сказали, чтобы я перешел к ним на этот танк. Ну, по вине некоторые споры у нас были, конечно, с ним. Я сказал, я говорю, вот так, Лабру. Когда мы в этот центр Лабру, первый танк мы здесь взяли. Он говорит, вот так, если, говорит, я себя поведу нормально, ты перейдешь, говорит, я говорю, да. Просто, конечно, у нас начались споры с другим экипажем, с «Ласточкой». Ну, и я все равно остался в этом экипаже, потому что дело в том, что механик был отличный, который ничего не боялся. Я ему говорил, вот это вот так, значит, он так делает. Потому что некоторые, когда им говоришь, вот это так и надо делать, они делают по-другому, потому что это война, и это же не шутка, там малейшее нарушение, уже труп не то, что ты сгоришь, а экипаж сгорит. У абхазов в начале войны не было ни одного танка. Свою первую боевую машину Хвича Кишмария заполучил, подбив противника кислородным баллоном. Подбивали мы кислородным баллоном, наполняли амандалу, подлаживали. Так мы взяли два танка и 3 БМП. И на них мы, конечно, начали. Никто нам его на подносе не подавал. Но потом, как рассказывает Хвича Кишмария, им удавалось подбить несколько танков за один бой. Они выходили на одной машине против нескольких и уходили с победой. Тонкий расчет и смекалка помогали им. 5 танков против нас пускали, но ничего не помогало. Ну, им рассчитывал, нам надо было рассчитывать, потому что прицел-то стоит с правой стороны, а они слева. Когда шли, один другому мешает. Это все рассчитал. Я уже по практике, что у меня было, и это все рассчитано было так. Даже когда колонна шла, я ей подвел первый, третий и пятый, потому что они друг другу мешали. А другие уже далеко стояли, и дым это мешало им. И вот так пользовался моментом. Снаряды для танков тоже по большей части приходилось добывать самостоятельно. Они доставали их и топливо из подбитых танков. За всю войну мы выпустили около 250 снарядов. Я выпустил с 4 танков, и команда мне дала где-то 80. А остальное, конечно, мы подпускали, подбивали, у них забирали. Когда подбиваешь танк, он полчаса, экипаж находится в кондиции. За это мы подъезжаем к нему, я ствол опускаю, через ствол к ним захожу, люк, у меня ключи были, открывал я, туда заходил, пока они живы, мне они вообще не нужны были, мне снаряды нужны были. Как вспоминает Хвича Кишмария, противник пытался запугивать и даже насмехался над первыми успехами абхазских танкистов. Но такой же усмешкой он и тогда, будучи совсем молодым, 23-летним парнем, отвечал генералам. На переговорах меня когда вызвали, за моими плечами уже было более 20 танков боев. Они мне угрожали и этим, и тем. Они мне говорили, вот у нас, говорит, 20 танков, у тебя, говорит, 5 снарядов. У тебя, говорит, 100 литров солярки, говорит, а у нас, говорит, с тоннами. Говорит, что-то мы катком, говорит, приедем. Я говорю, ну что, посмотрим, кто только его приедет. Но будь ты хоть трижды классным наводчиком, без мастерства механика-водителя танковый бой успешным не будет. Хвича Кишмария с теплом вспоминает, как спорил с Аиком Кисян, насколько близко подпускать противника. Но споры всегда заканчивались принятием верного решения. Я говорю, если даже что-нибудь будет, ты, говорю, танк не заводи, потому что танк, когда заводится, дым-то поднимается, а там не один танк. Там несколько танков, они по-любому нас увидели. Я говорю, не заводи, ничего не делай, только рычаги на себя и угловный тормоз. И все, он делал, все, но когда не выдерживал, конечно, выходил, и из-за этого мы один раз в нас попали, просто прочесали. Но когда прочесывают, все равно экипаж контужен. Аик, судя по архивному видео, был самым разговорчивым из всей команды и без купюр рассказывал журналистам об удачных операциях. Конченая группа вызывает «Тигра», срочно, говорит, въезжайте, говорит, через 5 минут, если здесь не будет, короче, танк наш забирает и наш пехота плен забирает. И мы отсюда выехали, наверху обязательно питомник как стали, оттуда видел, что 2 танки стоят, сзади БМПшка, и где-то пушки повернуты в сторону обезьяны. А когда мы туда подъехали сверху обстрелом, и передний танк подбитый стоял.
подбитый, а сзади танк хотел тросом зацепить его взять. Тот его тоже мы добили, короче, гусеницы мы оторвали его, а снаряд в БМПшку попал в люк и прямо туда, и загорелся тот, загорелся, а БМПшка ушел. А в тот момент наши ребята перекрыли, я тот 181-й танк, который мы сейчас сидим, тот зацепил на «Тигре» и увел. Заряжающим в команде «Тигров» был Самбат Кирселян. От него на архивных кадрах тоже веет оптимизмом. Несмотря на то, что по несколько дней бойцам, как рассказывает Хвича Кишмария, приходилось обходиться без еды и воды, они верили, что победа будет за ними. Что я хочу сказать? Кто здесь родился? Это его земля. Я армянин, родился здесь. Я считаю, что это моя земля. Не считаю, это так и есть. Все мы должны здесь защитить эту землю. И никто у нас его не отнимет. Командиром назначили самого старшего Габриэла Кисяна. Ему было 40 лет, когда началась война, а за плечами у него уже была служба в танковых войсках. К нему и отправился Хвича Кишмария поздравить с юбилеем. А по дороге рассказал, как тут, в Лабре, они подбили один из грузинских танков. Я сперва запустил снаряд. Пока дым рассеется, они меня не видели. А там дым рассеивается только через где-то 1 минуту. А за 30 секунд мы уже выехали, и пока они очухнулись, и мы уже доехали. До них и подбили. По словам Хвича Кишмария, не все жители Лабры однозначно восприняли происходящее. Многие не верили, что у сторонников независимой Абхазии хватит сил ее завоевать. Наши тоже не верили. Наши абхазцы тоже не верили. Пускай некоторые абхазцы обвиняют армян, но чем другого обвинять-то, на себя посмотри. Неправильно я говорю? Габриэл Кисян, даже несмотря на военную специальность, начинал войну как повар. Он приютил в своем доме и кормил солдат из Джгерды. Но когда появилась возможность сесть в танк, сразу ею воспользовался. Ну, танк как попал. Я был танкистом в армии. Когда война началась, я первый начал воевать как повар в Джгердинской группе. Но когда уже грузины напали, наверх поднялись, с ними ушел в Джгерду. Неделю полтора жил в Джгерде. Поднялся от Армянска, оттуда семью оставил, приехал, сказали, что Аик и Самбат там находятся. Потом Хвичу подсоединили нам, так и пошел армянский экипаж. Нам, в общем, так и до конца воевали вместе. Перед концом войны он получил контузию. Танк, в котором находился экипаж, подбили. Он уже не мог быть полноценным бойцом и покинул «Тигров». Оставшиеся 2 месяца они управлялись танком втроем. Такой дым, то, что мы здесь глотаем, это ему не сможет он вытерпеть. Мы что здесь мы глотаем такой дым, что после этого даже не знаю. Надо неделю надо уже выкачивать в себя вот это вот весь порох, который мы наглотаем. Потому что после тамошского боя я домой прихожу. Я хотя не пью, не курю, но я как будто вот хожу и задыхаюсь от этого дыма. Потому что столько это же, что такой угар здесь идет, и тем более у нас там вентилятор не работал, а вдруг откажет. И он не сможет это выдержать, за это может постоянно так болеть. Вынужденное положение мы берем, если нужен, короче. А так мы справимся. Если срочно нужен, то мы, конечно, как-нибудь что-нибудь сделаем. А так мы втроем справляемся очень хорошо и чувствуем себя нормально. Секретом успешной службы Габриэл Рутюнович называет сплоченность и умение прислушиваться друг к другу. Слушались друг друга, сплоченно были, держались вместе. Почти что и когда воевали вместе, и когда дома вместе. Все в одном месте жили. Все, больше ничего там нет. Последний пункт в Лабре, куда обязательно заходят знаменитые «Тигры», это памятник тому самому танку, который салютовал на ингурской границе. Это «Тигр-4», последний из боевых машин, которую они заняли. Он не участвовал в боях, на нем команда проездила всего 2 часа. По словам Хвича Кишмария, этот танк – самое настоящее старье, и годился он только на то, чтобы произвести из него победный залп. В Оренбургский мост заехали и развернули мы так, чтобы танк не проехал. Уральский танк. И развернул туда башню. И мне сказали делать салют. Я говорю, я не могу делать салют.
Они говорят, почему? Я говорю, моя бабушка живет там. И мне в сторону моря я, конечно, сделал салют. Больше другого выхода не было. В Абхазии в 1992 году не было ни одного танка, но были танкисты. И это оказалось более весомым аргументом в пользу победы. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ. Второй секретарь посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, координатор платформы «Будущее Абхазии» на базе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Ринат Беня сообщил о начале приема заявок на поступление в вузы России. Беня рассказал об этапах подачи заявок и прохождения отбора. Отбора ребята, чьи заявки будут отобраны, будут рекомендованы к зачислению в вузы. Также хотелось бы добавить, что социальная платформа «Будущее Абхазии», созданная по инициативе министра иностранных дел Республики Абхазия Ардзинбайнала Батовича, это открытая площадка, созданная для общения талантливых и неравнодушных молодых людей, целью которой является предоставление равных возможностей для молодежи Абхазии, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант, профессиональный потенциал. Участие в проекте поможет найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти. В Сухумской школе номер 3 имени Юрия Воронова установлен лифт для учеников с ограниченными возможностями. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. После капитального ремонта в 2017 году, когда для учащихся открыла двери Сухумская школа номер 3 имени Юрия Воронова, здание было благоустроено по всем современным стандартам, предусмотрели и пандусы на входе. Но для учеников с ограниченными возможностями этого было недостаточно. Благодаря неравнодушным людям отныне в школе установлен лифт, с помощью которого в классы на втором этаже, в библиотеку и в спортзал смогут подниматься дети с ограниченными возможностями. Социальный проект, который так был необходим не только нашей школе. Я думаю, что многим школам очень нужны такие возможности, когда детям предоставляются равные возможности для обучения. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа выразил слова благодарности инициаторам установки лифта и заметил, что данный опыт будет использован руководством столицы в планах при создании условий для маломобильных горожан. В первую очередь слова благодарности за инициативу, за правильный подход. И администрация, наверное, самое малое, что могла сделать вот в этом случае. Там, в последний момент, подключившись, там какие-то расходы взяли на себя. Огромное вам человеческое спасибо. И теперь появляется возможность нашей ученицы посещать и более удобным способом перемещаться по школе. У нас очень много планов в этом году и по учебным заведениям и так далее. И где будет необходимость установки такого рода лифта для маломобильных граждан и так далее с ограниченными возможностями, мы предпримем тоже определенные действия в этом плане, тем более, если опыт такой достойный есть. Мы всегда рядом и готовы помогать. Восьмиклассница Наала Чеги с 1 класса учится в 3-й школе. Классы старшеклассников обычно располагаются на 2-м этаже, но ее класс ради нее оставили на 1-м. А подняться в спортзал, который находится на 2-м этаже, где маленькая Наала занималась баскетболом, ей всегда помогал учитель физкультуры Рамаз Микая. Но девочка выросла, на руках ее поднимать уже было сложно. И педагог задался целью изыскать возможность установки лифта в школе, чтобы его ученица смогла продолжить заниматься любимым видом спорта. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал с лифтом. Теперь, благодаря всем вам, я смогу заниматься своим любимым видом спорта и вообще активно участвовать в жизни школы. Благодарна всем за участие, за инициативу, за поддержку этой инициативы, за то, что поверили в НАО на самом деле и вложили в такой маленький росточек так много усилий, средств, любви, доброты. Лифт турецкого производства приобрели при финансовой помощи главы московской абхазской диаспоры Беслана Агарба и председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова. Лифт был установлен при финансовой поддержке администрации Сухума. Благородному делу также поспособствовали вице-президент Бадра Гунба и общественный деятель Беслан Кубахия. Беслан Федорович очень скромно сказал, что мы в конце подключились, мы постоянно чувствуем вот эту поддержку, что Беслан Федорович, администрация города готова
и прилагают усилия для того, чтобы поправлять ситуацию. Отдельно я хочу выразить благодарность Демуру Кишмария и прекрасной компании «Лифт-сервис», которые осуществляли монтаж этого прекрасного лифта. Устанавливала лифт абхазская фирма «Лифт-сервис». Инженер Роман Ибрагимов рассказал о технических характеристиках сооружения и подчеркнул, что даже при отключении электричества, что актуально в условиях Абхазии, в лифте никто не застрянет. В случае отсутствия света, значит, лифт доедет до этажа и откроет двери. То есть шанс застрять минимальный. Грузоподъемность 400 килограммов. Значит, скорость минимальная, больше и не надо здесь, остановки всего 2. С помощью турецких коллег мы создали все условия для поездки, для комфортной поездки с этажа на этаж. Кнопка «Стоп», все цепи безопасности функционируют. Директор Ассоциации инвасодействия Алхас Хагушев отметил важность установки лифта для учеников с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе. Это школа, в которой уже сейчас в Абхазии, можно сказать, она инклюзивная. То есть школа, которая позволяет учиться детям с разного рода инвалидностью. Я хочу выразить огромную благодарность коллективу школы. Спасибо вам огромное, потому что без вашего участия, без того, чтобы вы свои сердца открыли, без того, чтобы вы приняли эту тему, вы все делаете уже не первый год для того, чтобы это состоялось. И мы надеемся, что как раз с вашей помощью, с помощью того, что вы показываете пример другим преподавательским коллективам, другим школам, этот процесс у нас пойдет дальше. Из 955 учащихся в школе 3 учеников с ограниченными возможностями. Но, как заметил учитель физкультуры Рамаз Микаев, родители, которые услышат о созданных условиях в данной школе, несомненно захотят, чтобы их дети посещали это учебное заведение. Амрамич Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В рамках мероприятий второго национального конкурса абхазских вин имени основоположника современного абхазского производственного виноделия Николая Батовича Ачба в дегустационном зале компании «Вина и воды Абхазии» состоялась лекция главного винодела Валерия Авицба о наследии Николая Батовича и его вкладе в становление и развитие производственного виноделия. На лекцию были приглашены студенты агроинженерного факультета Абхазского госуниверситета по специальности технология, которые в будущем будут работать на различных производствах Абхазии. В рамках второго национального конкурса абхазских вин, который был анонсирован прямо накануне Нового года руководителем, директором компании «Вина и воды Абхазии» и организационным комитетом этого конкурса. Как вы знаете, в апреле этого года мы уже провели и организовали конкурс, выбрали победителей. Оргкомитетом было принято решение продолжить и сделать этот конкурс ежегодным. Соответственно, в рамках плана мероприятий этого конкурса будет проходить целая серия мероприятий, и мы сегодня открываем эти мероприятия. Лекции Валерия Борисовича Авицба, главного винодела компании «Вина и воды Абхазии», человека, который, наверное, не нуждается в представлении. И Валерий Борисович сегодня будет рассказывать участникам лекции, слушателям лекции о становлении производственного виноделия в Абхазии и о его основоположнике Николае Батовиче Ачба. Именно именем Николая Батовича Ачба и конкурс назван именно в его честь, поэтому нам хотелось бы, чтобы побольше людей узнали о том вкладе, который он внес в становление производственного виноделия в Абхазии. Основа виноделия Абхазии, промышленного виноделия, идет от Смитского, чтобы вы знали. Слышали такую фамилию? В Гулериевших стоит, есть винный заводик такой небольшой, винный завод. И в 900-е годы это первый человек, который создал винный завод, который начал выращивать винограды сортов абхазских Качич, Ахбач, Осырхуа. Видеоверсию лекции главного винодела Валерия Авицба смотрите в нашем эфире в ближайшие выходные.
Орган в зеркале эпох. В рамках Всероссийской премии «Органист года» впервые в Большом зале Московской консерватории состоялся сольный концерт Луки Гаделия 17 января. Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия стал лауреатом премии «Органист года» в номинации «Персона» в ноябре 2022 года. Возможность сыграть на легендарном французском историческом органе – это специальный приз исполнителю от Московской консерватории, партнера премии. Сегодня в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского в рамках Всероссийской премии «Органист года» сольный концерт в номинации «Персона». Всероссийской премии «Органист года» сегодня в пространстве уникального и великого зала играет заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия. За его сольную, творческую, масштабную деятельность в рамках музыкального искусства и служению органу, в том числе за участие в уникальном проекте, Лука Гаделия, как музыкант, записал и исполнил более 40 музыкальных аудиотреков к 20-серийному фильму «Зиновьев, я люблю тебя» в рамках столетия великого русского мыслителя Александра Александровича Зиновьева. Сольный концерт органиста, заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия в Большом зале Московской консерватории «Орган в зеркале эпох» смотрите в нашем эфире в субботу 21 января. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 20 января в Абхазии небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление в норме, будет понижаться. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 13,18. Температура морской воды плюс 10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.